Я позже пришла в книжное издательство, но вот была редактором учебников. И когда я знакомилась с книгами, я всегда видела рисунки Ричарда Иосифовича. Но они меня, конечно, восхищали своей техникой, потому что это была такая необычная техника. И образами, потому что вот эти вот, правда, эпические герои, которых он рисовал, да, и я заметила, что вот каждый рисунок у него сопровождался то ли птицей, то ли крыльями. То есть я всегда о нем представляла, что это человек очень свободный, так же, как птица, и всегда он в каком-то полете. Надо сказать, вот отметили, что хакасцы – это очень древний народ. И наше традиционное мировоззрение, культура, оно имеет такие дальние корни. И вот каждый хакас, наверное, в свое время был творцом. То есть все делал хакас своими руками. Дома, там, на улице, если он подходил к коню, снаряжал его, все он делал, то есть он был творцом. И вот это вот на генном уровне, наверное, передается от поколения в поколение. И вот эта вот культура, искусство, оно, конечно, тоже немного необычное. Но первый, наверное, аспект этого искусства мы наблюдаем и у Ричарда Иосифовича. Это, во-первых, сила жизни, любовь к родине. Да? Второй аспект – это все взаимосвязано не в отрыве, а взаимосвязано с природой. Есть все это в природе. И вот это вот все, то есть вот эта вот сила жизни, природа. И, конечно, у нас очень много традиций, конечно, и в традициях очень много сакральных веществ, предметов, да, и идеи у нас тоже такие же сакральные. И вот это вот все, вот, почему мы говорим, что вот у нас уникальный этот художник, наверное, то, что он мог вот это вот все воплотить. Потому что если художник не может все это воплотить в своих произведениях, выразить нашу специфику этноса, то он, конечно, немного теряется. А вот это вот все есть и у Ричарда Иосифовича. Его вот говорят, конечно, одно дело рисовать отдельные картины, да, вот осенило, рисуешь, воплощаешь свою идею. Другое дело работать художественным редактором в издательстве. Аграфена Федоровна вот сказала, да, он столько лет проработал в издательстве, а это рамки, это требования, это ГОСТы. И, конечно, когда оформляешь учебник, там не только надо нарисовать, но это надо технически всю книгу разработать, то есть разворот, да. Если там полуполосные, то они должны соответствовать. Если оборочные, то есть это такая кропотливая работа, что там не столько, наверное, полет, вот этот, да, это творческий, а сколько чисто техническая работа. И вот с этой работой он справлялся целых 5 лет. И он справлялся неплохо. Здесь вот как раз есть иллюстрации к этим произведениям. И еще, вот когда смотришь, вот я опять прошлась по его картинам, да, и знаете, о чем я подумала, когда каждый раз, когда с чем-то вот общаешься, да, каждый раз возникают какие-то ассоциации. На сей раз, вот я о чем подумала, что вот когда вот это вот смотришь, да, чувствуется чувство патриотизма, потому что это наши герои, да, наши богатыри. И от этого, вот знаете, гордость. И гордость за то, что наша земля-то, она сохранилась, наш народ, он сохранился, и все те традиции, тот язык, который был, да, он сохранился. И дай-то Бог, конечно, вот сейчас в настоящее время, когда вроде обновление идет духовное, да, но и в то же время идет какая-то нищета личности. И мне кажется, дай-то Бог, вот наша молодежь, да, нашла свои источники патриотизма, так же, как Ричард Иосифович. Ричард Иосифович,
вам добра, здоровья. Ну, а женщинам нашего издательства говорят, ну что мужчине надо? Самое главное, чтобы он был здоров и всегда